Пока взрослые готовятся к торжественному открытию лагеря, первая смена отдыхающих уже проводит свою проверку на всех площадках. Кто-то от летней жары прячется под беседками, но большинство это совершенно не смущает. Почетных гостей, главу республики и министра труда и социальной защиты России встретили национальной лезгинкой. Детский оздоровительный лагерь «Радуга» построен на базе Шелковского реабилитационного центра. Одновременно он может принимать около 250 детей. Ровно столько входит и в уже отдыхающую первую смену, которая собрана из малоимущих и многодетных семей со всего региона. Глава республики подчеркнул, что условия для хорошей жизни и отдыха жителей создаются не первый и далеко не последний раз. Забота о незащищенных категорий граждан является одним из главных направлений курса нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мы продолжаем дело Ахмата Хаджи. Для нас важно, что каждый житель республики знал, что он никогда не останется один-один со своей бедой. Уверен, что открытие оздоровительного комплекса выведет работу несовершеннолетними на качественный новый уровень. Мы не только построили сегодня оздоровительный центр в Шелковском районе, мы объявили год Шелковского района, и здесь построены, восстановлены все социальные объекты, построены дороги, газ, свет. Созданы все условия для нормальной жизни. Поэтому я уверен, что сегодняшний открытие тоже послужит для подпоры развития нашего района и республики в целом. Да, мало чайки, но лагерь восстановить или новый, значит, построить или если дехерду действительно долго, но побал нас у мамы дина, команда дома, когда это ala det då. Jag verkar det väl då. Att han nätski var det så där då chula då när och habba och kan nog då och så håller ju شيء أحلى من شينا دانا شينا أبو شو هالشيء قش دان قال ده لو وصل يوم ده Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин высоко оценил работу местного ведомства. Особо отличившиеся работники получили и грамоты от министра. В своей речи гость поблагодарил главу республики за пристальное внимание к социальной сфере и поздравил ребят. Очень много руководства республики, глава республики, уважаемый Рамзан Ахматович Кадыров, делает для того, чтобы детям было комфортно и уютно. Мы сегодня несколько учреждений детских посетили, и действительно это прекрасное учреждение, которому может позавидовать и другие регионы. И отношение к детям, которое я увидел здесь, это дорогого стоит. Я всех поздравляю, я всем желаю хорошего лета. Оздоровительный лагерь будет принимать детей и подростков круглогодично. Всего за год здесь построено практически все, от раздельных для мальчиков и девочек спальных блоков до скалодрома, амфитеатра, бассейна, канатных аттракционов и лесной зоны отдыха в несколько гектаров. Приветствуем вас на открытии Центра оздоровления и отдыха «Радуга». Объявляется торжественное открытие. Флаг детского оздоровительного центра «Радуга» поднять. В знак уважения примите, пожалуйста, эти памятные подарки от детей Чеченской Республики, сделанные своими руками. После торжественного открытия гости прошлись и по другим объектам. На территории лагеря расположены 5 спортивных площадок. Все они даже в день открытия заняты детьми. В общем сказать, мы довольны. Мы сейчас только что, вот министр говорил, что надо побольше уделять внимание детским лагерям. У нас славилась наша территория санаториями, детскими лагерями до военных кампаний. И на сегодняшний день это первый случай, так что радостный день для нас. 250 детишек может здесь у себя дома отдохнуть. Созданы для них все условия, бассейн, веревочные препятствия. Ну, где еще посмотрели общий круг, там, как где построено там, в Краснодарском крае или в Крыму. Вот, опыт отсюда взяли мы и так построили. Мы все довольны, рады. Сегодня действительно детский
народный, можно сказать, праздник у нас в республике. Я считаю, что мы должны на этом не останавливаться, а вместе с республикой, несмотря на то, что сейчас непростые, как вы знаете, времена в финансовом плане, ну, будут времена получше. Через год, через два будем в рамках программы «Юг России» смотреть возможности расширения детской инфраструктуры для республики, потому что можно, конечно, и направлять детей в Крым, и в Турцию, но у себя в республике эта инфраструктура должна быть. Лагерь «Радуга» за один год по планам будет пропускать свыше 3000 детей. В числе отдыхающих будут не только жители Чечни, но и других регионов. Специально для этого большинство здешних инструкторов прошли спецкурсы по повышению квалификации. Опыт переняли даже у крымских коллег. Хамзат Аюбов, Султан Умаров, Дани Ховхаров. При поддержке пресс-службы главы и правительства республики. Новости.